Якутская кадетская школа работает уже 23 года. Школа, в которой учатся 140 кадетов, располагалась в аварийных деревянных корпусах бывшей воинской части, построенных еще в 1958 году. Конечно, в первую очередь у нас внимание уделяется, конечно, сельским школам, потому что наша территория Республики Саха, она очень огромная. Есть очень отдаленные у нас населенные пункты, еще в очень старых досоветских объектах учились дети. Поэтому то, что вот наконец-то решили нам построить кадетскую школу, это просто победа, считаю. Строительство нового учебного корпуса кадетской школы было начато в декабре 2022 года с установкой первой ее сваи. С тех пор прошло довольно много времени, и за это время появилось огромное трехэтажное здание. Сейчас работа выполнена на более чем 95%. Бетонные работы практически закончены. 2 бригады работают по фасаду. То есть в течение месяца мы фасад перекроем полностью. И в течение месяца у нас будет отопление. Отделка закончена, материалы все закуплены, кровля закончена. То есть все везде работаем. С появлением нового учебного корпуса станет возможным повысить качество образования, а также улучшить условия пребывания детей в школе. С увеличением количества мест возрастет и количество учащихся. В настоящий момент кадеты обучаются в здании школы номер 32 в вечернюю смену. Настоящий проект предусматривает количество обучающихся 200. Кроме того, конечно, образовательный процесс будет организован более качественно, потому что до этого мы учились на территории бывшей войсковой части. Многие здания, постройки были деревянные. Понятное дело, что оснастить такие помещения в соответствии с требованиями было достаточно проблемно. Проектом предусмотрены специализированные классы основ воинского дела. У нас появляется место для построений. Всего на строительство было выделено порядка 600 миллионов рублей с республиканского и федерального бюджета. Готовые здания и прилегающие территории Якутской кадетской школы планируется представить в марте 2024 года. Воспитанники получат современное здание, в котором не только смогут с комфортом получать знания, но и с удовольствием проводить время. Тимур Калмогоров, Георгий Григорьев, Якутск.